Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. С этими техническими возможностями, с этими всякими программами, с телеграм-программами, с изменением голоса, у нас есть возможность что-то сказать. И то, что мы говорим, хоть и это мало, но все равно люди слушают. Смотрите, даже нету никакой рекламы у нас. Никто нас не пропагандирует. Единственное, конечно, Госдеп, Сенат и Конгресс США, конечно, безусловно, без всякого сомнения. А также команда Дональда Трампа с нами в очень хороших контактах. Но такого у нас нет, вот этих финансовых вливаний, как вот с русской стороны, чтобы вот по исламизации, по одурманиванию, очернению чешской нации. И несмотря на это, вы смотрите, у нас люди нас слушают. Они должны реагировать. Те же вот эти вот Ахят Идигов, это же русские агенты все. Тот же Асан Арцуев, те же Тузики, Шмаков, тот же Басхан. Понимаете, им помогает Россия. Через свои диппредставительства, через консульство. Им дают паспорта, им даются деньги, они выкупают мечети. Они все делают. Но, несмотря на ту власть, которую им дает Россия посредством своих нижних вливаний, посредством вот этих прямых эфиров, почему они не прячутся? Потому что им ничего не угрожает. Почему они так ведут откровенно свою пропаганду? Потому что они поддерживают Россию, это нужно. Тут, с одной стороны, вроде бы светский там Аслан Арцуев, а тут радикальный, да? Но все они проталкивают одно. Исламский радикализм, шариат. Лишает чеченскую нацию права на свое собственное государство, на цивилизованное, человеческое развитие. Понимаете, это же не вопрос даже религиозный. Там. Они лишают нашу нацию просто цивилизационного развития именно в том направлении, которое нам выгодно, нужно для чеченцев. Для такой маленькой нации, если даже 300 тысяч человек выбьются в люди, станут умными, это уже 1/3 населения, которое высокоинтеллектуально развитое, это уже прогресс, и они будут тянуть вверх. Но нет, они же не хотят, они же нас поубивали в протяжении 2 войн, и потом еще до 2018 года их долбили. Всех выкосили. Вот посмотрите, ветеран Ганнибала. Прошел человек 2 войны. Контуженный. Полностью он больной. Он даже, вот я честно скажу, вот у него психологическая травма, его надо лечить. Он не слушает ни вопросов, он вот свое. Но несмотря на это, очень вежливый, культурный. И
начитанный. Он просто выдает истории по памяти. Сидит вот ба-ба-ба-ба-ба-ба и пошел. К тому же очень человечный. Несмотря на все ужасы, тяготы войны, убийства, смерть и кровь, которую он повидал, он остался человечным. В нем есть милосердие. Он очень милосердный человек. Я не знаю, вот по-чеченски вы не понимаете, не слушаете, но когда он говорит, вот именно по-чеченски, я даже иногда слушаю его, думаю, как он смог остаться таким добрым. Я бы на его месте просто озлоблен был бы на всех. А он такой, знаете, все равно, это и есть вот это вот, адмалла по-чеченски, быть человеком, оставаться, быть гуманистом, быть человеком, оставаться человеком. Но это невозможность ислама. Человечность только можешь у нас сохранить, если ты придерживаешься своего национального кода культурного, своей культуры, нохчалла. Но ты не сможешь никогда в жизни остаться человеком, если ты в исламской секте состоишь, потому что это напрочь отвергается там, прожигаются полностью мозги. Ты становишься хуже зверя, да, зверь охотится и убивает свою жертву для того, чтобы себя прокормить. Они не убивают, чтобы просто убивать. А эти убивают просто, чтобы убивать своих близких только за то, что он что-то так не стал, то не стал. Так. Главное у них правильно направить их энергию и этих гуру зомбировать, чтобы в нужное место усадить, таких как Бигхан, как Лубянский и другие. До него был вот этот, который улетел на воздух. А до него был Вадим Мамон. Это очень большая, просто грандиозная работа, которую российские спецслужбы провели над нашим маленьким народом, чеченской нацией. Это просто очень большой процесс они, аж не то что процесс, большой объем работы они провели и проводят, и сейчас это не останавливается. Каждый день они вот это вот загоняют эту информацию, эту пропаганду, вот эти вот нарративы. Ой, очень тяжело, очень. Ситуация вообще плачевная на самом деле. Да. К нам присоединился Дурдукетти, тоже. Вроде бы парень хороший, но с другой стороны плохой. Почему плохой? Потому что все, что он делает, это противоречит национальным интересам чеченцев. Все, что он делает, это чтобы нанести не то, что там вред какой-то, а просто ощутимый, колоссальный вред чеченской нации. Просто чтобы вот, уничтожить чеченскую нацию, чтобы вообще еще раз как бы, никаких шансов не оставить чеченцам. Вот Джурджикетти, вот, вся его работа ведется в этом направлении. Вот. Хотя он всегда молчит. К нам присоединился Ширман, Саляфи Мурид, тетя Маржан, дядюшка Карен. Булат, маршал, бистрала. Дегтярев, лауреат, Маршту, Элмосо, всех приветствую. Вежри, де лауреат, Версун, что году, шарша, что я лгусон, что бы не хотел я сказать, то и уже заранее все уже выговоришь и даже не оставляешь никакого шанса, чтобы что-то добавить. Да, полностью согласен. И так как ты говоришь, вот это зараза, она очень до костей плотно въелась в наш народ. Не знаю, какими словами, какими объяснениями вот это вот сейчас ввести людям в мозг, чтобы они проснулись и осознали, что все свое родное, что можно сказать, нох, чё, вусо, чтобы признать себя, нох, чё, вот это все просто вот так теряет вот этот культ исламский. Он просто вот стирает все на помойку. Как человек, который вырос в этой семье. Да, мы взрослые, которые хоть где-то что-то помним, видели этих стариков, что которые прошли все эти трудности, держались именно на этом своем на своей культуре. Вот что их вывело, все вот эти издевательства, геноцид, ну как хочешь, вот как и так и назови вот эти все проблемы, которые вот на нас вот это единственное
Нохчула. Вот это единственное, что причина, чем выжил этот народ. А сегодня вот это все на помойку. Обзывают отцов, не считают ни за что все вот эти традиции своих отцов. Такое я вижу. А так, что добавить? Что верно говоришь. Говорят, дерез хилшу наш веш бог на аш бәтте шлосы, аш самолу шлоч, лелош болшок, но он дерез хилшу. Армат нет, не ушел, никто Армат не забрал, Армат ни на кого не. Армат тоже просвещает всех, кому интересно вот эта зараза. Весь процесс этой заразы, он не только нас, он переел, сожрал очень много народу. Очень много народов остались без своей культуры, без своего языка, без ничего родного из-за этого культа исламского. Надо, не только мы должны проснуться и осознать, что это не наше. Это весь мир должен осознать. И пускай весь мир также и видят, как мы теряем, как, можно сказать, последний народ на Кавказе, который теряет все свое родное. Велосо иштер ду алам шортер духдер лауре духту дейца ар шадик дадалах дал муклах вайхара да астичи қица соч да дюч ади что ар шадик қиюца да эти қиюда меттек цагалицун полностью корень тут атес бол кир шад حق да дахти что цанда дейшту вай вош гергуро кароишу ца онду ца нахту ца мот ца эдалду лелошу дезла хехом деш берм хехом мелбеш колумунда инсан харталах диндалошар берқина дале дүния мот биза дале хар хужур далуя от арбошин лыш беш яхду я дистхошу дурдукет ахваз болса дукка маршвойл ист матала Зурзук, дерез футболат, хазвиство. Зурзук, онюкай. Нюхай логой. Еще пропаганда закончилось заявление на лицом. Прокуратура Российской Федерации полностью еще, бог станет, скажешь, аж лучше. Он ждет следователя. Занимается антигосударственной деятельностью на территории Российской Федерации, поэтому сейчас молчит. Занимается подстрекательством, расшатыванием государственного строя Российской Федерации. Строить субъекты Российской Федерации в Южном федеральном округе, как он говорит. Ну, а так мы ему, конечно, слово даем. Дудзукете, говорите. А мы, как законопослушные граждане Российской Федерации, сразу заяву, документально, что Дудзука привлекли к уголовной ответственности или к административной безопасности. Крикс маршвол, вистал Крикс. Ты марш думал, даже если художественный moda ya da Ramos Katsevich Mosai ondan böyle on kalbeli tümörlüyor şu an. Ruhani papili. Зурзук плохо, конечно. Зурзук тебя, Крикс. Зурзук что делает? Зурзук тебя ждал. Водички попил, хорошо попитался, после 8 уже не ест, не принимает пищу. Больше 10 шагов в день. Так, скажите да, мне, это за нашего этого, что ли, Джуджука, который является кумафляром, что ли?
Кумыкляр? Кумыкляр, да. Да, ну, конечно, да. Наш кумыкляр, кумык наш под прикрытием, который работает, который прикрывается Как он говорил, чеченцев. вот там есть одно селение Буртуна, и как он говорит, как это есть селение А- какое-то? а- а- Алмакцы и буртунаевцы, это Да, Буртуна, вообще-то, да. Нет, в Шелковском районе есть такое селение этих, на Б начинается, в Шелковском районе. Березовка, или чего, я не знаю. Ну, что-то Березовка? такая, не Бороздиновка, там что-то такое есть. Это, Дзурзуки эти хорошо знают. Может, вы виноградные? Ну, что там такое, где кумыки там, кумыклары наши братья. Ну, виноградьев очень много. Да. Маш дома, да. Без стола. Дзурзук изгаму, ляца, молодца, догадок, дети, шушну. Цгаму, яхонца, хаузен, баарду. Кумыкляр, вестола, кумыкляр. С днем рождения тебя, кумыкляр. Мой враг Бог. Мадусь, вот ты наговорил себе на статью по законам Российской Федерации, это уже, конечно, извини. Мы тебя предупреждали, говорили, прекращай свою подрывную деятельность. Не надо посягать на честную государственность. Нет, ты все-таки посягал. Вот тебе получай. Получай статью в зубы. Шкамаран, как вы думаете? Надо давать слово дядюшке Дзудзуку или нет? Конечно, пускай скажет, если он тут есть, и тем более. Нет, тут у всех микрофоны включены, почему он ничего не говорит, я не знаю. Кумыкляр, исполнал, она. Вы что, Алиро, и так ты молодший. Вы хотели на крови чеченского народа построить себе государство, там, кумыкам отойдет. И эта земля, а что, мало вы уничтожали во время Тамерлана, что ли, нас, что ли? Вам еще землюшки захотелось? Езжайте домой, Узбекистан, ребята, Узбекистан. Чемодан, вокзал, Узбекистан. Домой, ребят. Рисма, Дылда, Криксия, Рисма. Mesela naçadır o güvenden ne bakışı ve kaço apuşeni yakşı su istoru venti yakşur yakşı anlamı var. De o da bu. Su istoru venti yak kanfur yakşı. Yaxayışna. Кенти, меньше до сов, что ладошку, что он соус, просто я бункер, что если мексуешь, вот, ладошку, если что, иногда будут говорить, если мне соус дадут, давай ладошку, обшаушен. Берисхон, Машу. Давайте для Дзурзукети мы зачитаем про рабство в исламе. Потому что Дзурзукети любит рабство. А для тех людей, которые любят рабство, они должны обоснованно быть рабами. А так как Кумыкляр, наш брат Дзурзукети, все-таки себя представляет восьмидесятником, себя позиционирует как восьмидесятник мусульманин, мы ему о рабстве расскажем в исламе. Если кому не интересно, вы уже говорите, не надо, зачем, вот, можете говорить. А если вы уже будете молчать, то я буду уже туда зачитывать. Рабство в исламе уходит своими корнями в доисламскую эпоху. Коран и Сунна пророка Мухаммада рассматривают рабство в качестве исключительного состояния, которое может быть изменено при определенных обстоятельствах. Ислам допускает существование рабства. Смотрите, самое главное, заостряем ваше внимание. Ислам, религия мира, добра, чести и благородства, которая для всех людей в этом мире как бы принесена пророком Мухаммадом, а тут говорится допускает. Это значит что? Что ислам в рабстве существует. И это уже говорит о том, что это секта, придуманная подлым мерзавцем педофилом, арабом, бедуином, мусульманом. Потому что если это было бы от Бога, то никогда Бог свои создания не допустил бы, чтобы одни его создания захватывали, превращали в рабов других своих созданий. Потому что это античеловечно, это антибожественно. Вообще рабство это вообще недопустимая вещь. Поэтому здесь уже говорят допускает. Продолжаем. Существование рабства и считает освобождение раба одним из богоугодных дел. Смотрите, если ты освободил раба, ты значит это сделал богоугодно. Это прямая обязанность даже, об этом думать даже просто невозможно. Рабство. А тут это богоугодное дело. В исламских источниках встречается много различных наименований рабов, кроме общих абд, хина, амма и раик, гуллам, мамлюк и васиф для раба, джария и васифа для рабыни. Раб, рабыня, заключивший письменное соглашение о самовыкупе. Мукатаб женского рода, мукатаба женского рода.
Слово «абд» входит с основной частью в теофорные имена. Например, Абдуллах, Абдур-Рахман. В самих именах уже говорится раб Рахмана, раб Аллаха. Вы представляете, какие у меня даже имена? Вообще словообразующие, вот коренные слова, там уже только на рабство все поступает. Вообще вся эта идеология, вообще вся культура арабов – это рабство на самом деле. Абд, вот это все, рабы. Читаем дальше. Доисламские времена. Рабство практиковалось в доисламской Аравии, как и в остальной части древнего и ранее средневекового мира. Подавляющее большинство рабов в Западной Аравии продавалось в Мекке. Рабы имели в основном эфиопское происхождение хабаша. Среди рабов были и немногочисленные представители белой расы, которых привозили арабские караванщики или бедуинские захватчики. В арабской литературе известна история воина-поэта, сына бедуина и эфиопской рабыни Кантары, который должен совершить несколько подвигов, прежде чем его отец согласится его узаконить и дать ему право наследования. В соответствии с ближневосточной традицией, в доисламские времена рабы не занимались проституцией в пользу своих хозяев, что явно запрещено в Коране. Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из своей милости. Если невольники, которыми овладели ваши десницы, хотят получить письмо о сумме выкупа, то дайте им такое письмо, если вы нашли в них добрые качества, и одарите их из имущества Аллаха, которое он даровал вам. Не принуждайте своих невольников к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если они желают блюсти целомудрие. Если кто-либо принудит их к этому, то Аллах после принуждения их будет прощающим, милосердным. Коран. Как в Коране рассказывается про рабство. В Коране рабы называются абд или амма, рабыня, а также абд мамлук, раб военнопленный. В отличие от раба по рождению, кин. Вот смотрите, это арабское слово кин, щекин, в чеченском языке тоже это уже присутствует. Щекин, он от рождения значит очень несчастливый. Это в переводе с чеченского. Видите, как нам эти арабизмы закидали. Читаем дальше. Раб военнопленный может быть выкуплен. В Коране также говорится о том, что раб-мусульманин лучше свободного многобожника. Ох ты, смотри, как интересно. Заостряем ваше внимание. В Коране также говорится, что, смотрите, это вообще взрыв мозга. В Коране также говорится о том, смотрите, что раб-мусульманин, ты мусульманин, и ты раб. И это в Коране допускается. И говорится о том, что раб-мусульманин лучше свободного, так называемого ими многобожника. Лучше жениться на рабыне-мусульманке, чем на свободной многобожнице. Ну, смотрите, даже в ислам такая свободная, добрая, чистая, светлая религия, как ее нам преподносят русские вместе со своими друзьями-арабами. Но тут написано, что рабыни-мусульманки, они существуют, и жениться на них лучше. Это значит, была практика. Это значит, эта религия допускает это секта. И там закреплено черным по белому, это канонически, догматически, фундаментально, теологически закреплено в этой религии, так называемой секте. Читаем дальше. Чем на свободной многобожнице? По сравнению со свободными мусульманами, мусульмане-рабы вдвое хуже, настолько же меньше отвечают за свои поступки. Вы представляете? Вы мусульмане, и у вас рабы-мусульмане. И они вдвое хуже, только потому, что вы их сделали рабами. Как они могут быть лучше, если они ваши рабы? И настолько же меньше отвечают за свои поступки. По Корану освобождение рабов считается похвальным поступком. Освобождение раба и помощь тем, у кого сердца привлечены на выкуп рабов, считается богоугодным делом. Оно может применяться в качестве искупления за совершение таких тяжких преступлений, как непреднамеренное убийство. В Коране указан верующий раб и лжесвидетельство. Хозяин должен с легкостью дать своей рабыне грамоту об отпущении на волю. Раб упоминается среди тех, кому следует оказывать добро. Ихсанан. Это значит слово ихсан, добро. Ислам, ихсан, ихлас и так далее. Законный брак разрешен как для рабов, так и для рабынь. Моральный долг. Смотрите, в исламе говорится, законный брак разрешен как для рабов, так и для рабынь. Значит, они должны размножаться между собой, и их дети будут рабами, и так вот это продолжение рабства. Ой, какой хитрый был этот Мухаммад. Какая хорошая у него секта все-таки получилась. Как это все продумано, чтобы унизить и уничтожить человеческую мораль. Превратить их в таких вот
оскотинившихся мерзавцев, которые только думают, как убить кого-то, обворовать, зарезать, изнасиловать, превратить в раба. Читаем дальше. Моральный долг хозяина сосватать своих добродетельных рабов обоих полов. В случае необходимости свободным мусульманам позволительно жениться на рабах. Рабыня, получившая согласие от хозяина выйти замуж за свободного человека, имеет право на разумное приданное от своего мужа. Замужняя рабыня обязана хранить своего мужа, но если она совершит прелюбодеяние, то, обладая статусом рабыни, она понесет половину наказания. Предназначенного свободной замужней женщине. Наконец, Коран защищает жизнь раба по закону возмездия, киссас, но по формуле «свободный за свободного», раб за раба, которая показывает, что принцип неравенства в уголовных делах сохраняется. Вот это вот шариат, который говорит, о, шариат, сами шадык, низкую шадык, позну. Фарамадат, это свод правил и так называемых законов, по сунне пророком Исляма и со ссылками на Коран, которые интерпретируют эти муллы и имамы так, как они хотят. Там нету ни вообще процессуально, уголовно-процессуальные действия, мероприятия следственного характера вообще не производятся, потому что там можно доебичать, должен поклялся на Коране и все. Вы понимаете, какая-то вот, взять отпечатки пальцев. Зачем? Аллах знает лучше. Я поклянусь, скажу, я там не был, я не убивал. Даже если нет отпечатков пальцев, доказательной базы же нету. Там тебе руку отрубят, ногу отрубят, крест-накрест, как хотят. Что хотят, то и творят. Вот такая вот это все шариатская система управления, которые хотели нам навидать, и которые и сейчас нам наведут Заки Ахмад в беседе с председателем Конституционного суда Литвы, бывшим, Яносом каким-то, не знаю, его имя. Тот ему про международное вообще право в любой форме, а тот ему про шариат арабский, бедуинский, который полностью соответствует русскому менталитету. Убивать, резать, насиловать. Закон как вышло, куда пойдем, туда и вышло. Вот так. Читаем дальше. По исламскому законодательству все мусульмане изначально свободны. Да, возможно, да. Читаем дальше. Аль-асль-хува аль-хурия. Возможно, невозможно. Обратить мусульманина в рабство в мусульманских владениях. В том числе и за долги. По ханафитскому праву, смотрите, сколько у них прав. Ханафитский, хамбалитский, другие права всякие разные. Разные у них же имамы. Шафия, Ханафи, там, Манаф, 4 у них да, уже школы этих мусульманских. Тут еще у них разные там течения, направления. Ой, ладно, что же это такое? Так, читаем дальше. По ханафитскому праву, младенец неизвестного происхождения, найденыш, найденный в местности, населенной мусульманами, считается мусульманином и свободным. При этом принятие ислама не делает раба автоматически свободным. Даже шансов нет у раба. Он был рабом, он говорит, я принимаю ислам, я могу быть свободным. Нет, ты будешь рабом. И ты будешь поклоняться тройне, 4 потому что ты раб Аллаха, потом раб своего хозяина, и раб. И твои дети будут рабами. Правоведы всех школ признали недопустимость обращения мусульман в рабство. На практике это положение часто нарушалось, так как любого мятежника можно было не считать правоверным мусульманином. В некоторых странах практиковалось также обращение в рабство за долги. Также разрешалось обращать в рабство представителей других ветвей ислама. Например, в 1611 году суннитское духовенство в Герате издало фетву, которая разрешала невольничество шиитов, которых приравняли к кафирам. С точки зрения факихов, раб являлся аналогом домашнего животного. Работорговец и торговец скотом назывались нахас, а ребенок рабыни именовался галла, приплод дохода. Хозяин, как животное, да, на самом деле в Коране так и написано.
Хозяин не имел права изнурять раба непосильной работой, распоряжаться его жизнью, и должен был хорошо его кормить. Наказание за плохое содержание раба не предусматривалось. Свободно убивший чужого раба платит хозяину виру и не наказывается лишением жизни. Кияс. Раб, находящийся в полной и безусловной собственности, не имеет права на собственность и свободу передвижения. Он не отвечает за свои долги. Правоспособность раба или рабыни, получившего разрешение хозяина вести торговлю или заниматься ремеслом маазун, ограничивается пределами, дозволенными хозяином. Наследником имущества, нажитого таким рабом, был хозяин. В религиозном отношении раб-мусульманин признавался равными свободному мусульманину и превосходил не мусульманина, зимми, это значит верующий, но не мусульманин. Раб-мусульманин освобождался от уплаты заката и обязанности присутствия на пятничной молитве. Раб, ну смотрите, как это? Он мусульманин, и на самой важной молитве, джума намаз в пятницу, он не обязан. Да? Смотрите, какие у них это, Аллах вот это решает со своим пророком Ижнаудом. Ну что за мракобесие, что за безобразие, что за неравноправие? Раб мог быть имамом в молитве при отсутствии свободных мусульман, способных руководить ей. Раб не мог занимать религиозную должность, требующую независимость. Судья, муфтасиб, имам, мечеть и так далее. Смотрите, какое противоречие. Раб мог стать имамом на момент молитвы, но не мог стать судьей, имамом таким и так далее. Вот все вот так вот. Тут хорошо, лишь бы было хозяину хорошо, вот, сектантам, которые у власти. Вот все, что в исламе, это все так сделано, чтобы было выгодно тому, кто находится у власти. Реальное положение рабов отличалось от теоретической картины, рисуемой факихами в худшую сторону. В некоторых случаях положения рабов были настолько трудными, что это приводило к восстаниям, таким как восстание Зинджей. При этом многие рабы достигали высокого положения в обществе в соответствии с положением хозяина. Большинство рабов было занято в домашнем хозяйстве. Восстание Зинджи, чтобы было понятно, по-арабски это Зинджи. Серия восстаний черных рабов Зинджей на территории Южной Месопотамии в Аббасидском халифате во второй половине IX века. Видите, черные рабы восстали против своих мусульман-арабов. Такие же мусульмане, черные рабы. Так вот, читаем дальше. При этом многие рабы достигали высокого положения в обществе в соответствии с положением хозяина. Большинство рабов было занято в домашнем хозяйстве. Освобождение раба. Добровольное освобождение раба и так в исламе считается богоугодным делом. Награда за такое деяние приравняется к кормлению сироты или бедняка во время голода. Освобождение раба может быть своеобразной формой штрафа, который налагается на хозяина за непреднамеренное убийство мусульманина или за нарушение им клятвы. Нарушение клятвы. Поклялся, нарушил, освободил раба. Нормально, что? Вот тебе шариатский суд. Пошел кого-то убил, пошел поклялся на услугу. Все нормально, все, прощен. Освобождение должно быть фиксировано письменным свидетельством. И в жизни пророка Мухаммада известно, что у него было в общей сложности до 2 десятков известных по имени рабов, освобожденных им в разное время. 2 его жены были рабынями. Среди первых мусульман было немало рабов, например, Сумая, Зейд, Билял и другие. Наиболее распространенной формой освобождения был не самовыкуп, а освобождение по воле хозяина. Хозяин мог освободить раба по завещанию перед смертью, тадбир. При этом закон не разрешал освобождать по завещанию более 1/3 числа рабов, защищая интересы наследника. Вольноотпущенник Маулла продолжал сохранять особые отношения с бывшим хозяином или его наследником. Сожительство с рабыней. Право собственности на рабыню реализовывалось также сожительством с ней. В том случае, если рабыня валла родит от хозяина ребенка, она приобретает некоторые преимущества. Если у хозяина не было свободной жены, то он мог жениться на рабыне, которая приобретала половинные права по сравнению со свободной. Эти валла были свободными. Многие аббасидские халифы были детьми рабынь. Раб мог иметь собственную семью. В маликитском мазхабе раб-мужчина мог не спрашивать согласия хозяина, а рабыня обязана получить разрешение, так как при ее замужестве хозяин терял право сожительства с ней. Значит, у него была рабыня, смотрите, сватка, да, когда отца и машину. Он с ней занимался, с ней совокуплялся, насильно ее, короче говоря, насиловал,
она выходит замуж за другого, допустим, раба, он уже больше не может ее насиловать, потому что, типа, она стала женой другого. Ой, как мне все интересно. Хозяин, так как при ее замужестве хозяин терял право сожительства с ним. Хозяин не имел права расторгать брак своих рабов. Также рабам требовалось разрешение хозяина для развода. Раб мог принадлежать нескольким владельцам, но сожительство совладельцев с одной рабыней не допускалось. Все вокруг да около сексуального вот этого вот насилия. Весь ислам построен на сексе, на насилии, на изнасиловании, на превращении в секс-наложниц, на уничтожении женской половины, женской части, женской половины общества. Современное положение. История рабства в мусульманском мире. Рабство сохранялось в исламском мире до середины 20 века. В Алжире отведено в 1848 году. В Средней Азии после присоединения к Российской империи в Иране, Ираке и Афганистане в 1923-1929 годах. В Саудовской Аравии в 70-х годах 20 века. Вы представляете, в 1970 году только отменено рабство в Саудовской Аравии. Это самая великая мусульманская страна со всеми святынями мусульманского мира и с могилой так называемого пророка всех мусульман Мухаммада, наилучшего из людей. В Мавритании рабство отменялось в 1905, 1981 и в августе 2007 года. Вот по сей день в Мавритании в 2007 году еще раз отменили. В настоящее время рабство допускается в таких исламских странах, как Чад, Нигер, Мали и Судан. Вот вам весь ислам. Как вы думаете, Джурджукети, это нам приемлемо или нет? 70-ка наша, дорогой. Молчит Джурджук, молчит. Ладно, хорошо. Если у кого-то еще добавить, добавляйте. Если никого ничего не добавить, то как бы мы поговорили, обсудили, высказали свою точку зрения. И люди устают, когда много говорят. Завершим тогда наш прямой эфир. Мы просто против рабства любой формы. Исламское, человеческое, моральное, любое, психологическое, физическое. Мы не хотим, чтобы люди были рабами. Мы хотим, чтобы они были свободными людьми. Поэтому у африканцев есть такое приветствие: марш вон, адекват, будь свободным, приходи свободным, оставайся свободным. Вы массага, вы кричали, да я же. Да, вы меня вы. О, я шла, мокши мяши, делал мой ногчипан. Адекват. Ala le kabum, 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 Tando ala ye jaba dun kolumarile, mahinalale hinalale, sarali lo mansale, anyilele batula, anyilele matarala, jani ankanda silatele na borrokan, inemane menu mawulula silale koye, monekene menu mawuluta kote, filiban telu fanata kote. Ala ketting. Ala mari gbede tali ko ni ma le lo nenjede lale jinkonta midala kumate sinoma fembe la tadi meye sanu kona ni meye du kono jombe se kasulunali kabada na madinye akamolu nye ko nalu ko belon alu donte foi kala male la lo ni ndo fo memba dia ala wane yiri wane sanu ni du be ma o filala tanka donta de ula foila alele ponkin belebele di ala le kabon